Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели двух девочек в столице республики. Инцидент произошел накануне на проспекте Ленина, 52. В результате падения с высотного здания одна погибла на месте. Врачи боролись за жизнь другой в республиканской больнице. К сожалению, тщетно. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится процессуальная проверка. Еще одно ЧП в столице Якутии. Накануне в аэропорт поступил анонимный звонок о том, что в здании аэровокзала заложено взрывное устройство. Звонок поступил в 6 вечера. К 8 часам специализированными службами никаких угроз обнаружено не было. Была проведена эвакуация пассажиров и персонала. Отложено несколько вылетов. Напоминаем, что ложные сообщения о минировании и иных угрозах жизни и здоровью граждан влекут за собой серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности. В Якутске зарегистрирован очередной факт мобильного мошенничества. Жертвой стала 61-летняя женщина. Она рассказала, что позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из крупных мобильных операторов и сообщил, что ей, как постоянному и надежному клиенту, положена выплата в размере 1600 рублей. Для того, чтобы получить деньги, лжесотрудник попросил назвать реквизиты банковской карты, а также коды подтверждения операций из СМС-сообщений. Женщина, поверив словам звонившего, продиктовала запрашиваемую информацию. В результате потерпевшие были списаны и похищены 40 тысяч рублей. Будьте бдительны. В федеральной повестке в Ставрополе следователи выясняют обстоятельства нападения на журналистов газеты «Родина». В редакцию прибыл мужчина с требованием опубликовать материал. Получив отказ, он напал с ножом на главного редактора и еще 3 сотрудников издания. Журналисты были доставлены в больницу, 3 из них отпущены на амбулаторное лечение. Главный редактор госпитализирован в стационар. А в Забайкальском крае полицейскими установлен мужчина, от неосторожных действий которого сгорело около 600 гектаров леса. В полицию поступило сообщение о возгорании лесного массива вблизи села Урлук. Почти сутки следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Найдены и опрошены очевидцы, осмотрена территория, проведены необходимые проверочные мероприятия. В результате этой работы установлено, что 43-летний местный житель пас скот и после чего разжег костер, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава. Огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив. Пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся. В результате неосторожного обращения с огнем уничтожено около 600 гектаров леса. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Он сознался в содеянном. В настоящее время собранные материалы переданы в органы дознания системы МЧС России для принятия решения о возбуждении уголовного дела и привлечения гражданина к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дети были ранены при нападении неизвестного с ножом в японском Кавасаки под Токио. Один из них в критическом состоянии. Об этом сообщила телекомпания НШК со ссылкой на полицию. По данным полиции, всего были ранены 16 человек, 13 из них дети. 3, 1 ребенок и 2 взрослых, в том числе преступник, находится в состоянии остановки сердца и легких. Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а сотрудники скорой помощи, которые обычно не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам. По данным пожарной службы, которой в Японии подчиняется служба скорой помощи, ранены были 19 человек, 2 из них в критическом состоянии, в том числе ребенок. Полиция задержала преступника, он ранил себя ножом. На месте найдены 2 ножа. Подробности выясняются. К международному обозрению длинные очереди на вершину Эвереста, нехватка времени и тренировок стали причинами гибели альпинистов, пытавшихся в последние месяцы покорить самую высокую гору планеты. Об этом говорят другие скалолазы. Число жертв с начала сезона уже достигло 18, рассказывает Никита Конев. Вся мировая пресса последние 2 недели обсуждает трагические смерти альпинистов на Эвересте и других горах Гималаев.
Многие спортсмены утверждают, что причиной случившегося стали настоящие очереди на склоне самой высокой горы, нехватка времени и слабая подготовка скалолазов. Могу сказать вам, что на высоте в 4000 метров сложно спать. Вы не отдыхаете, теряете аппетит. Уровень кислорода низкий, так что даже просто подниматься вверх сложно. Но эти парни тратят месяцы, чтобы подготовиться, а потом дождаться погодного окна и еще 3 дня подниматься. Слишком много людей хотят сделать это, и я считаю, надо ограничить число тех, кто поднимается каждый день. А еще у вас ограниченное количество кислорода, и если вы устали, то все. Можно добраться до вершины, но вам все равно придется спуститься. В этом году число погибших только на Эвересте достигло 8. Так, 25 мая список пополнил 44-летний британец. Он умер в так называемой зоне смерти, участке спуска, где очень мало кислорода. Всего в Гималаях в этом сезоне скончались 18 альпинистов. При этом, согласно официальной статистике, обычно в списках от 5 до 10 человек. На этом пока все. Берегите себя.